Добрый день, дорогие телезрители, также зрители нашего YouTube-канала. С вами программа «Утро Лайф» и я ее ведущая Субанбекова Бегаим. Сегодня у нас в студии в гостях заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Раимкулова Асель Хадыржановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Благодарю, что нашли время, приехали к нам в студию. Как вы добрались? Спасибо, хорошо. Хорошо, без да? пробок. Ага. Сейчас зимнее время. Мы очень часто в зимний период, в отопительный сезон вообще сталкиваемся с такой глобальной проблемой, как загрязнение воздуха и так далее. И по этому поводу я подготовила ряд таких интересных вопросов. Итак, начнем. Какова текущая экологическая обстановка в Кыргызстане? Спасибо большое за вопрос. Экологическая ситуация в Кыргызской республике, вы сами знаете, мы горная страна, Кыргызстан горная страна, она крайне высокой климатической уязвимостью, поэтому изменение климата, вы знаете, это одна из больших, наиважных вопросов, это изменение климата, она тоже влияет на экологическую ситуацию в нашей стране. Видно уже на сегодняшний день, что температура повышается, уровень температуры повысилась, она почти за последние 60 лет на 1,2 градуса. Поэтому влияние большое, это ряд последствий, это включая и таяние ледников, это и снижение водности, деградация экосистем. И, конечно, на сегодняшний день в условиях социально-экономического развития нашей страны все, что любая деятельность, развитие, оно, конечно, влияет на окружающую среду. На сегодняшний день очень много идет большое строительство, строительство, развитие в разных секторах экономики. Поэтому это также влияет на экологическую ситуацию, но вместе с тем Кабинетом министров нашей страны и вообще министерством ведутся очень большие меры в этом направлении. То есть можно сказать, либо же предположить, что с каждым годом в связи с строительством, с производством, то есть ситуация ухудшается, либо же наоборот? Есть влияние, но вместе с тем, благодаря развитию современных технологий на сегодняшний день имеется возможность внедрения высокоэффективных сооружений, то есть мы развиваем также зеленую экономику. Поэтому я бы не сказала, что антропогенное воздействие, оно, конечно, есть, но вместе с тем мы должны расти и должны сохранять баланс между развитием экономики и сохранением природных ресурсов. Отлично. То есть мы также наблюдаем еще и модернизацию инноваций, да? Конечно. Интересно. Какие экологические проблемы сегодня считаются самыми острыми, по вашим наблюдениям, на сегодняшний день? Как я уже отметила, это изменение климата, это загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха – это один из самых сейчас актуальных проблем не только в нашей стране, но и во всем мире, так как воздействие оказывает на атмосферный воздух. Это, во-первых, это транспорт, это использование угля в отопительный сезон. Это и развитие, как мы уже отмечали. А второй вопрос – это, конечно, это сохранение биоразнообразия, потому что эта вся деятельность, развитие и агросектора, и энергетики, и вообще горно-промышленной деятельности, это все влияет также на биоразнообразие. Также это вопросы, конечно, есть и по управлению отходами. Например, на сегодняшний день у нас
мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить систему управления отходами. Да? У нас в стране до АТР было более 400 полигонов, на сегодняшний день уже 290, это с учетом АТР. Мы сейчас работаем по уменьшению этих полигонов, потому что из них есть и санкционированные, и несанкционированные. В этом направлении мы ведем работу. Также следующий вопрос, это, конечно, и таяние ледников, мы говорили, это проблема. Нехватка воды. Ну, в этом направлении тоже государством ведется работа по улучшению системы водосберегающих технологий, вообще и управления природными ресурсами в целом. Хорошо, ну это радует. А есть ли районы с повышенным уровнем загрязнения, вот именно если брать город Бишкек на данный момент? Ну, Министерство природных ресурсов, оно ведет мониторинг загрязнения окружающей среды, в том числе и по городу Бишкек. Это от стационарных источников загрязнения, да, например. Я сейчас не могу сказать, какой район повышенной загрязненности, так как наблюдением за фоновым, то есть фоновый мониторингом окружающей среды занимается на сегодняшний день Кыргызгидромет, то есть он ведет наблюдение. И в источниках на сайте Кыргызгидромет вы можете ознакомиться. Конечно, самыми загрязненными это являются, конечно, где есть источники загрязнения, то есть промышленные предприятия, где, например, есть проблема пробок, то есть автотранспорта. Вот мы можем сказать, что вообще в этом направлении тоже у нас ведется работа. Я бы хотела отметить, что да, есть загрязненные участки, но мониторингом загрязнения атмосферного воздуха занимается наш департамент экологического мониторинга, который проводит плановые наблюдения, то есть это по загрязненным участкам, такие как, например, ТЭЦ, это промышленный, это полигон, ТЭЦ, например, Ожский рынок, берут пробы атмосферного воздуха. Также занимаются мониторингом качества воды, они занимаются. То есть это есть у них плановый мониторинг. Да? Это по реке Чу, по озеру Иссык-Куль. А в принципе по наблюдению вообще по городу ведет Кыргызгидромет. Да? Ну, спасибо, что уточнили, потому что многие, к сожалению, не знают, да, вот разницы именно вот в структурах. А какие секторы, как показывает практика, оказывают наибольшее влияние на окружающую среду, то есть отрицательное влияние, скажем так? Вообще на окружающую среду, конечно, основные секторы экономики Кыргызстана, это горнодобывающая промышленность, это энергетика, это сельское хозяйство, это транспорт, как мы уже отмечали. Добывающая промышленность, она, например, оказывает существенное воздействие на окружающую среду. Да? Энергетика – это высокое, например, потребление энергоресурсов, оно вызывает проблемы, связанные с загрязнением воздуха, это использование угля. Сельское хозяйство зависит от эффективности управления водными ресурсами. Например, неэффективное использование оно приводит к значительным потерям. Также транспорт, он, как я уже отметила, он вносит значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Ну и, конечно, строительство, оно влияет также на экологическую ситуацию. Хорошо, спасибо за ответ. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как осуществляется контроль над выбросами в воздух и сбросами в воду? Министерство природных ресурсов в лице службы экологического технического надзора, он проводит проверку
деятельности всех хозяйствующих субъектов на, на загрязнение, да, например, окружающей среды, проверку. Также, например, вот вы сказали по выбросам, сбросам, да, именно. По выбросам, сбросам это, например, в виде проверки это проведение государственной экологической экспертизы, например, тех же проектных документаций. Это и есть первый этап государственного контроля. Это, например, выдача разрешительных документов, то есть регулирование деятельности этих хозяйствующих субъектов. Также лицензирование деятельности. И это следующий этап – это проведение проверки, то есть проведение государственного экологического контроля за деятельностью этих предприятий. Вот эти вот этапы мы проводим. То есть проверки проводятся, они плановые бывают, неплановые бывают. Плановые проверки, они и на квартал разделяются. Внеплановые мы должны получить разрешение с Министерства экономики и коммерции. Вот только по их разрешению мы можем проводить внеплановые проверки. Так, отлично, спасибо. Расскажите, пожалуйста, нам более так развернуто, какие ведутся на данный момент работы, именно вот что для вас в приоритете? Ну, для министерства на сегодняшний день это, конечно, мы усиливаем работу по совершенствованию нормативно-правовых актов. То есть на сегодняшний день ведется работа по улучшению, дополнению. Мы разрабатываем стратегические документы. Например, на сегодняшний день уже принята концепция экологической безопасности до 2040 года. Принята концепция по достижению углеродной нейтральности до 2050 года. Также разрабатываются у нас планы действий. Сейчас на сегодняшний день мы разрабатываем план по сохранению биоразнообразия. Также это второе, это международное сотрудничество. Мы сторона 15 конвенций, 5 протоколов к ним, экологических конвенций. По ним ведем работу. Кроме этого, у нас сохранение биоразнообразия – это один из актуальных таких вопросов в части, например, мы расширяем сеть особо охраняемых природных территорий. В рамках инициативы «Жашыл-Мурас» у нас ежегодно высаживается более 6 миллионов саженцев. Это интересно. Да. И, например, особое значение это имеет для нас это государственная программа по сохранению снежного барса. В этом направлении мы ведем работу. Кроме этого, Кыргызская республика, она выступает как лидером по вопросам защиты прав горных народов и сохранения горных экосистем. Как вам известно, с 2023 по 2027 годы у нас ведется направление по развитию горных регионов. Также мы, как я уже расширяем, то есть также мы работаем над управлением отходами, улучшением системы управления отходами. Это мы внедрили РОП, это расширенную ответственность производителей, внедрили утилизационные сборы. То есть работаем в этом направлении, чтобы отходы перерабатывались по принципу 0 отходов. Отлично. То есть на 2026 год имеются большие планы? Большие планы, да. Это очень не может не радовать. Благодарю вас за ответ. Спасибо. Какие меры принимаются при выявлении нарушений? При выявлении нарушений, то есть у нас есть кодекс о правонарушениях, у нас есть кодекс уголовный, то есть есть правовые моменты. Например, мы
во исполнение этого кодекса о правонарушениях у нас есть штрафные санкции. Потом, если ущерб, то есть был нанесен ущерб окружающей среде, тогда взыскиваются иски. И нашими инспекторами они дают уведомления в течение, например, месяца, чтобы эти компании или предприятия устранили нарушения, выявленные нарушения. Но если не выявляются, то есть они не устраняют, мы можем приостановить деятельность таких компаний. Ну и, конечно, если уже нарушения серьезные, мы передаем вот эти все материалы в правоохранительные органы. Понятно. Сколько экологических проверок было проведено за последний год, вот если взять 25-й? 25-й год, да? Ну, в 2025 году проведено всего более 2600 проверок на предмет соблюдения природоохранного законодательства. По результатам проверок было составлено 118 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы на сумму 1 707 000. И кроме этого за нанесение ущерба окружающей среде предъявлено более 30 исков на сумму 5,5 миллиона сомов. Хорошо. Как развивается система раздельного сброса отходов на данный момент? Какова ситуация? Положение этой системы? Да, система раздельного сбора на сегодняшний день ведется работа муниципальными предприятиями. Это, например, муниципальное предприятие Бишкек-Тазалык. У них существуют сортировочные пункты. Например, по городу Бишкек действует около 15 сортировочных линий. Строятся сортировочные линии. Это в больших городах, таких как, например, у нас сейчас в городе Бишкек планируется строительство сортировочной линии. Также в городе Манас, в Аше, в Караколе и в городе Нарын планируется. Ну и хочу отметить, что на сегодняшний день министерством ведется работа по вопросу управления отходами. Например, мы в 2023 году приняли новый закон об отходах производства и потребления. То есть мы внедряем расширенную ответственность производителей. Как раз расширенная ответственность производителей, она заключается в том, чтобы все отходы, они перерабатывались. То есть ведется в этом направлении большая работа. Мы внедрили утилизационные сборы за товары, которые с последующим становятся отходами. Это по 24 категориям. Туда входят более 300 названий этих товаров, за которые за ввоз, использование мы вводим утилизационные сборы. У нас в прошлом году мы открыли, то есть при Министерстве природных ресурсов создан государственное предприятие, это экооператор, который будет заниматься вопросами утильсбора. Вот вы ранее подметили о переработке отходов. Вот хотела бы задать вам вопрос вот именно вот к этой теме. Какие отходы перерабатываются, какие на сегодняшний день пока нет? Ну, в Кыргызстане у нас насчитывается более 90 предприятий, которые занимаются переработкой. Как раз Министерство природных ресурсов, оно выдает лицензию на переработку, то есть на данную деятельность. И на сегодняшний день утвержден перечень видов отходов,
состав которого входят полезные компоненты, запрещенные к захоронению. Да? То есть постановлением Кабмина у нас утвержден такой перечень видов отходов. Это металлы, пластик, бумага, стекло и другие. Например, у нас по Кыргызстану это в основном пластик перерабатывается. Уже также перерабатывается металл, шины, вы знаете, у нас перерабатывающие заводы открыты также и в Токмаке, поэтому в этом направлении ведется работа. Хорошо, то есть отлично. Да. То есть также есть система пластик, вторичного ПЭТ, производства. полимерные отходы, они перерабатываются. Так, хорошо. В краткосрочной перспективе планируется ли строительство новых мусороперерабатывающих объектов? Да, конечно. Вы знаете, что в декабре 2025 года в городе Бишкек был открыт, введен в эксплуатацию мусоросжигающий завод, который перерабатывает, то есть мусоросжигающий завод с выработкой электроэнергии. Да? Это в районе полигона. Вы знаете, что полигон, мусорный полигон города Бишкек, он был являлся одной из проблемой, когда он горел более 10 лет. И мы вот 2 года как уже решили данную проблему совместно с мэрией города Бишкек. Она горела 10-15 лет. А на сегодняшний день введен в эксплуатацию данный завод. Такие заводы у нас будут, то есть планируется в городе Ош строиться, в городе Ош, Балыкчи и в городе Каракол. Планируется. То есть это в краткосрочной перспективе? Да. Возможно, в этом году, возможно, в течение 1-2 лет, правильно? Да. Все отлично. Как жители могут правильно утилизировать опасные отходы, это батареи, будь то лампы и так далее? Вещества, которые яд, может быть, выделяют? У нас, конечно, есть соответствующие порядки, которые утверждены постановлением Кабинета министров. Это есть порядок обращения с опасными отходами. Необходимо руководствоваться данным порядком. Например, батарейки, лампы, у них есть свой регламент, который надо соблюдать. Есть пункты сбора на сегодняшний день. Вот, как я уже отметила ранее, муниципальное предприятие, оно в 15 местах есть пункты сбора. Вот они могут туда обращаться и сдавать свои отходы. Так, хорошо. Как жители могут сообщить о нарушении экологического законодательства? Потому что бывают моменты, когда люди не знают попросту куда и когда они могут, и к кому, самое главное, не могут обратиться. Конечно, будут обращаться к нам, Министерство природных ресурсов. У нас есть горячая линия, это 108, она бесплатная, она работает с 9 до 6 вечера. Также у нас есть сайты, куда могут они обращаться. У нас есть по регионам наши региональные управления министерства, к кому они могут обратиться. Поэтому во всех регионах у нас по всем областям есть региональное управление, есть региональное управление службы экологического технического надзора. Поэтому, то есть без проблем можно на официальном сайте ознакомиться. А горячая линия, она работает с утра до вечера, номер 108. Обращайтесь. Так, хорошо. Спасибо вам большое, Асель Кадржановна, что уделили время. Еще раз хочу вас поблагодарить. Мне очень жаль, что наш выпуск уже подходит к концу. Вы, пользуясь случаем, можете обратиться к нашим зрителям. Уважаемые зрители, Министерство природных ресурсов также приглашает вас, призывает вас оказывать нам содействие. Ваш вклад очень важен в сохранении природных наших богатств, в охране окружающей среды.
Спасибо за ваше обращение. Я еще раз хочу поблагодарить вас искренне за то, что уделили время, приехали к нам в студию. Мы будем рады видеть вас еще раз на студии уже весной. Обязательно пригласим вас. Я вам желаю процветания на работе, благополучия, успехов, самое главное, Спасибо здоровья и большое. мира над головой. Спасибо Уважаемые большое. телезрители, сегодня хочу напомнить, что у нас в студии в гостях был заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Раймкулова Асель Кадырджановна. А с вами была ведущая Субанбекова Бегаим. До новых встреч!